Ни батареи, ни плиты, ничего нет, все снесли. Квартира без батареи, со сломанной сантехникой и грязными полами. Именно такой предстала жилплощадь, выделенная исполкомом в поселке Юдино. Мы были в шоке. Мы даже не ключи получили. Когда мы приехали в ЖКО, нам пришлось ждать слесарей, чтобы они пришли и взломали дверь, чтобы мы смогли вообще эту квартиру посмотреть. Вот это письмо, которое мы получили после отказной. Вместо альтернативной квартиры письмо о судебном иске. Жильцы настаивают, Юдино их не устраивает. До поликлиники больше 2 километров идти пешком через железнодорожный переход. Старые деревянные полы, дом 38-го года постройки. На окнах уже давно нет стекол. Жильцы рады бы попрощаться с этим старым, да вот только и новостройки им не кажутся перспективными. В центре города нас выселяют на Васинова. Мы очень не хотим нам туда ехать. Это же вот из центра. Вот 56 лет я здесь прожила. Это вообще здесь родилась. И нас выселяют в тех условиях. Помимо Осинова, жильцов с Назарбаева переселяют в Салават Купыры. Юдино досталось только Марасинским. Почему они? Пытались узнать у юриста исполкома на суде, но наша телекомпания сотрудник не ответил. Нет комментариев по данному вопросу. У меня нет возможности просто вам ответить на этот вопрос. 5 секунд назад вы отвечали в суде, но при этом вы не можете сейчас ответить на этот вопрос. Я не могу давать вам комментарии, понимаете? Судья дал исполкома и семье месяц, чтобы мирно урегулировать спор. Марасинские сравнивают новое и старое, и у них больше очков в пользу последнего. Кладбище. Прямо из окна его видно. Я из своего окна вижу не кладбище, а вижу я центр города. Будут ли альтернативные виды из окна? Семья в ожидании остается жить в своей ветхой квартире. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.